болған туғымен шықсам, башында бар айрыл туғымен шықсам, гүлді жатқан гүлдерді, латын тизелерінде. Предания в древних кыргызских сказаниях Санжира содержат немало интересного. Многое попросту не укладывается в рамки официальных научных представлений об истории наших предков. Например, есть немало указаний о том, что одним из родоначальников кыргызского народа был никто иной, как легендарный завоеватель Евразии эпохи раннего Средневековья, правитель и покровитель гуннов Атилла. Из дошедших до наших дней скудных сведений о нем известно немногое. Этот отважный хан, выходец из гунского племени хунагуров, родился предположительно в 403 году. В возрасте 33 лет возглавил воинственный авангард, восточное левое крыло своего кочевого народа. В 42 года он стал властителем половины Евразии. Его империя наводила страх на все известные тогда народы континента и едва не разрушила своего единственного соперника на земле – Великий Рим. В 50 лет Атилла погиб при загадочных обстоятельствах, на пике своей славы и могущества. В 453 году после его женитьбы на юной германке Ильдико властителя гуннов наутро нашли бездыханным в брачном шатре. По достоверной версии, Атилла умер, отведав отравленного вина. После его смерти сыновья великого хана начали междоусобную борьбу за ханский престол. Так Великая империя распалась. Многие народы сохранили предания об Атилле. Упоминание о нем есть в старонемецком эпосе «Песень о Нибелунгов», в сказании о Дитрихе Бернском. Великому гунну посвящена даже отдельная сага древних германцев «Сказание об Атле». Никому до сих пор не известно, в каком месте бескрайней Евразии родился Атилла и где он похоронен. Последнее обстоятельство объясняется просто. У гуннов было не принято ставить надгробья и памятники на могилах. Холмики захоронений просто исчезали в бескрайней степи. Так что найти останки великого хана маловероятно. А вот о месте рождения великого Атиллы до сих пор ведутся споры. Есть и невероятная версия, что великий Атилла родился на земле предков кыргызов на Алтае. Такого мнения, например, придерживаются и некоторые российские ученые. Многие из них уверены, что гунны вошли в состав родоначальников кыргызского народа. Действительно, гунны создали первую такую империю, насколько мы знаем, которая сумела захватить и территорию Восточной Европы, в том числе и славянские земли. И некоторые слова славянские, в том числе и в русском языке, относятся не то что к кыргызскому языку, но к тюркскому. Подтверждают это невероятное предположение не только множество старинных преданий и археологических находок на территории нашей страны, но и факты, казалось бы, совсем не связанные с древней историей. Не так давно в ходе подписания соглашения о двухстороннем сотрудничестве между Таласской областью Кыргызской республики и Алтайским краем Российской Федерации были озвучены очень интересные данные. Например, то, что кыргызы и алтайцы сформировались как единый народ еще в древние времена. Народ с единой культурой, общим менталитетом, языковой идентичностью и генетическим паспортом. На Алтае схожие с нашими географическими названия встречаются повсеместно. Боролдой, Чуй, Кара-Куджур, Боом, Даш-Дюбе, Аксу, Чаткал и многие другие. Список общих и аналогичных географических названий можно продолжить и далее. Аксы, Акташ, Актопорак, Артыбаш, Балыктык, Хайырма, Король-Дюбе, Кош-Агач, Кызыл-Арык. Историками был неоднократно доказан факт о том, что прародиной современных кыргызов является Хакасия, горный таежный край, расположенный на территории нынешней Российской Федерации. В пользу этого предположения говорит постулат о том, что тиньшанские кыргызы около 1000 лет назад под воздействием центральноазиатских племен были отделены от енисейских кыргызов, предков хакасов. Некогда Великая империя воинственных кыргызов была разрушена и разделена на две части. И если говорить о родстве кыргызов и гуннов, то это очень отчетливо прослеживается. Когда мы читаем исторические хроники, этнографический облик гуннов, описываемый в исторических хрониках кыргызов. Но вообще вот эти все тюркоязычные народы Южной Сибири, Восточной Сибири, Южной Сибири, вот это огромные
пояс, они ведь все были кочевниками, скотоводами. И, естественно, образ жизни, культура, она очень близко идентична. В историографии имеется 3 гипотетические точки зрения на данную проблему. Первая состоит в том, что тяньшанские киргизы пришли на территорию современного Кыргызстана с верховьев Енисея в XII-XIII веках. Вторая. Тяньшанские киргизы ниоткуда не переселялись, а всегда обитали на современной территории. Третья. Кыргызская народность сложилась на Тяньшане в результате слияния местных и пришлых из обширных районов Южной Сибири и Центральной Азии племен, в том числе и с Алтая и других народов. Последняя гипотеза наибольшее распространение получила в современной науке. В 1956 году в городе Фрунзе прошла конференция в Академии наук, посвященная этногенезу кыргызского народа. Тогда в ходе обмена мнениями между учеными был сделан вывод. Кыргызский народ и его культура сформировались в результате слияния 2 компонентов – местного средневекового и центральноазиатского. Один из важнейших узловых моментов этногенеза кыргызского народа, ближайший во времени, связан с событиями первой половины 2-го тысячелетия нашей эры. В эту эпоху на территорию Кыргызстана проникают с северо-востока предки современных кыргызов, говоривших на уже сложившемся кыргызском языке. Вышеназванные факты неоднократно изложены во многих научных и научно-популярных книгах аналогичной тематики. Кыргызстанский профессор Кулубек Бакамбаев вспоминает о своей встрече с венгерским тюркологом. Я был лично знаком с замечательным ученым, Конур Мандоки был такой. Я его приглашал в институт к себе, он там читал лекции, говорил на чистейшем кыргызском языке. Мы были потрясены. Он произносил такие архаичные слова, о которых мы, кыргызы, современные кыргызы, забыли. И вот Конур Мандоки, он себя производил из племени Кыпчак. Род, вот вы удивитесь, я когда его спросил, род называется Токсаба. Этот род Токсобич упоминается в слове о полку Игореве, между прочим. Да. Токсобичи вместе с князем Игорем шли против своего же родственника Кончака. Поныне здравствует род Токсаба. Наш соотечественник, академик Табушалиев, в своих работах неоднократно рассказывал о неких северо-восточных предках кыргызов. Кто эти таинственные праотцы нашего народа? Не гунны ли они? Эта версия, оказавшаяся невероятной еще до начала прошлого века, в настоящее время подтверждается многими фактами. Например, фактом языкового родства. Казахский ученый Эрден Каджибек, президент Международного тюркологического центра, в 2002 году в Бишкеке обнародовал свое открытие, относящееся к родству лишь одного слова, общего в современном кыргызском и древнем языке гуннов. Доклад об этом, сделанный на конференции по случаю 2200-летия кыргызской государственности, стал настоящей сенсацией в научном мире. Что же за слово произвело такой эффект? Слово «борбор» в значении «центр». Это в наших тюркских языках это «орта», «орто». Вот этот корень «ор» в гунской форме «бор», он сохранился только в кыргызском языке. Впрочем, открытия, относящиеся к языковому родству древних гуннов и современных кыргызов, делали и раньше многие тюркологи, и в научном мире они не были сенсацией, потому как касались слов, общеупотребительных у большинства современных народов Центральной Азии. Слово «ордо» в значении «ставка», оно функционирует. Слово «тайлак», слово «катун», «женщина» и так далее. То есть и в лингвистическом плане, и в культурном плане, и в историческом плане этногенез гуннов сейчас, на настоящий момент, это не вызывает споров в официальной тюркологии. Доказано, что они были древними тюрками. Последние исследования в области генетики подтвердили смелые догадки лингвистов. Выяснилось, что нынешние кыргызы, казахи, таджики и даже пакистанцы и индийцы имеют схожие гены со скандинавами, датчанами, шведами, финнами и норвежцами. Это европейские народы. Европейские народы, которые ведут свое происхождение от викингов. Это Швеция, Норвегия и Дания. Официально в скандинавском эпосе «Сага о Нибелунгах» Эцель Аттила, он признан предком викингов. Догадка, к которой только совсем недавно пришли генетики, давно бытует в притчах многих народов. Она известна акушерам, принимавшим роды у женщин любой азиатской национальности.
а также у женщин с Кавказа, из Татарстана, Венгрии, Болгарии и Турции. Новорожденные младенцы каждого из этих народов имеют так называемое пятно Аттилы – темное пятнышко пониже спины. Оно исчезает через некоторое время после родов. Эту таинственную метку властителя гуннов упомянул в одном из своих произведений писатель Чингис Айтматов. До сих пор ведутся споры о том, как выглядел великий вождь гуннов Аттила. Большинство ученых склонно считать, что он был вполне европейского облика. Но есть исторические документы, например, свидетельство римского летописца начала V века Амиана Марцеллина. Он, будучи лично знаком с великим Аттилой, дает полное описание его внешности. Судя по этому описанию, они были ярко выраженными носителями монголоидного расового типа. Какое место занимали гунны, собственно, в составе большой монголоидной расы, сказать сейчас сложно. Скорее всего, в связи с тем, что они были первыми выходцами со своей исторической прародины, которая, как я сказал, уже относится монгольские и тунгуссо-маньчжурские народы, то, продвигаясь на запад, они, скорее всего, встречались с людьми европеоидной расы, то есть вот с теми самыми индоарийцами, которые эти территории заселяли. Естественно, они не могли не включить в свой состав какие-то европеоидные элементы. Поэтому уже в Европу они пришли, скорее всего, в таком немножечко смешанном с европеоидами виде. Свидетельство об интересной версии генетического родства кыргызского народа с гуннами находится не только на территории России, но и в Китае. Поднебесное в этом отношении таит в себе немало сюрпризов. Например, установлено, что китайский иероглиф «гян-гун» не что иное, как измененная версия слова «кыргыз». Согласно древним китайским летописям, некогда могучие орды енисейских кыргызов столкнулись с не менее мощной силой – гуннами. Из китайских источников известно, что гунны еще в правлении Шанью Ямады, они совершили вот ряд походов, как мы считаем, при Тяньшане, и там среди других племен покорили дзяньгуни, как тогда по-китайски назывались кыргызы. Есть специальная работа, вот китайские Боровковые, которая проанализировала контекст этот и на протяжении первых столетий дзяньгуни жили на месте, значит, к северу от хребта Борохоро, это Шинцзян нынешний, и к западу от пустыни до Сатыны Личун. Кыргызский ученый, профессор Амангельди Бекбалаев в своей книге «Аттила, предок кыргызов» считает, что наши далекие предки вместе с гуннами ушли на запад. Познав там вкус поражений и побед, они несколько столетий спустя вернулись к себе на родину, в горы Тяньшаня. Не так давно, выступая на одном из кыргызстанских телеканалов о родстве 4 языков, древних готов, гуннов, енисейских кыргызов и предков нынешних немцев, профессор Амангельды Бекбалаев сообщил следующее. Кыргызы, войдя в состав гунского союза племен, во II веке двинулись на запад. В этом походе, который длился 5 веков, участвовали несколько поколений. В VII веке участники столь долгой военной кампании вернулись на свою историческую родину, в горы Тяньшаня. Полностью сохранили в преданиях память о ней. Они восстановили все прежние местные названия, которыми пользовались их предки. Кыргызский язык – самый древний из существующих ныне тюркских языков Средней Азии. В нем сохранились слова, бытовавшие еще в языке гуннов. Это настоящее древнее гунское тюркское слово «шекер», это сладость. Гунское «шекери», готское «цукер», «цукари», и оттуда в английском «шуга», в русском «сахар», в кыргызском, то есть в немецком «цукер». То есть вот эти все данные, все вот эти лингвистические соответствия, вот в этих всех книгах у меня изложены. Самоназвание народа кыргыз сохранилось еще со времен гуннов. Наши предки его бережно пронесли сквозь века, сохранив потомкам. По историческим источникам кыргызы сталкиваются с гуннами несколько раз. Первый это в 2001 году до нашей эры, когда гунский владыка Маутун захватил северные племена динлинов, синли и в том числе кыргызов. Но чуть позже, в середине 1 века до нашей эры, Хунская империя разделилась на два больших лагеря.
и западные хунну во главе с Джиджи Шаньюем, они хозяйничали в западной части Центральной Азии, и Джиджи Шаньюй свою ставку перенес во владение кыргыз. И он жил вместе с кыргызами, но позже по приглашению владыки государства Кангуй Джиджи Шаньюй переселяется в Таласскую долину. Ученые полагают, особенно Александр Натанович Берштам, что именно в это время часть кыргызов переселилась на Тянь-Шань. И он доказывал это материалами Кинкольского могильника в Таласской долине. Найденные там деревянные предметы быта однозначно свидетельствуют: гунны были на территории, которая ныне является северо-западной частью Кыргызстана. О подробностях этой находки вспоминает один из ее участников, бишкекский археолог Валерий Кольченко. У нас, конечно, вообще разновременный могильник, где захоронения от рубежа нашей эры и кончая IX веком, то есть как минимум 2-3 эпохи включает в себя могильник. Ну и были там захоронения, выполненные по так называемому подбойно-катакомбному обряду, то есть в глубоких входах-дромосах, от них специальная погребальная камера, и в этих погребениях встречались как порванные золотые, например, фольга в одном, а в другом было найдено несколько изделий из дерева. То есть блюда, столики деревянные, сосуд достаточно большой. Изложенные нами доказательства достоверности смелой гипотезы не единственные. К слову, песня, которая звучала в начале фильма, одно из доказательств похода кыргызов на запад. Удивительную историю появления этой песни рассказывает ее исполнитель, народный артист Кыргызстана Нурак Абдрахманов. Когда войско Аттилы дошло до Парижа, великий хан основал там небольшое селение и расположился там своим станом. Перед смертью в 453 году Аттила сказал своему визирю Тюлеку Батыру: «Когда я умру, собери мой народ и уведи его на родину». Умер Аттила. Его войско двинулось на родину, но по дороге заблудилось. И тогда женщины сочинили эту песню и сыграли на Темир-Комузе. Еще несколько бесспорных доводов содержатся в изданной в 2013 году в Бишкеке книге исследователя этого вопроса, кыргызстанского филолога-германиста Амангельди Бекбалаева «Аттила. Предок кыргызов», в ряде других работ этого автора. Есть абсолютно достоверный исторический документ, по которому ученые восстановили древний язык енисейских кыргызов, памятники рунической письменности на берегах Енисея. Но что самое поразительное, это письмо и даже некоторые слова из языков скандинавских народов подтверждают родство енисейских кыргызов с викингами. Письмо викингов абсолютно идентично по набору букв, знаков архоно-енисейскому и древнекыргызскому письму. Известный датский ученый Томпсон однажды сделал открытие, которое помогло ему расшифровать древние памятники рунической письменности енисейских кыргызов. И он прочитал это слово «тангребок» в древнетюркских рунических памятниках. Вот мы подошли к самому удивительному факту, доказывающему родство енисейских кыргызов с гуннами, единой для них религии – тенгрианстве. Я возьму на себя смелость утверждать, что все, абсолютно все народы с самого начала, они были, у меня есть такая гипотеза, все были тенгрианцами. Учитывая этот факт, хочется задать вопрос, настолько ли дикими и неоттесанными разрушителями были гунны, возможные предки кыргызов. В любом случае, разрушение есть ключ к созиданию. Об этом говорит и история, и логика. Наш соотечественник, независимый исследователь Айлчи Сарыбаев, уверен в том, что ни гуннов, ни древних кыргызов нельзя назвать варварами. Оба народа – носители высокой культуры. И в быту, и в жизни, и в этих поведениях нравственных и моральных качествах, войсковых качествах. Потом можно было наблюдать все эти явления и во время кыргызского каганата, во время вообще тюркского каганата, во время чингисхановского завоевания мира. То есть это нормальное явление, что мы являемся частью гуннов, а гунны являются частью кыргызов. Это элементарное такое можно предположить. А потом гунны не исчезли, гунны не легенда, а гунны это история. С ним согласен кыргызстанский эколог Кулубек Букомбаев.
По его мнению, главной идеей тенгрианства – жизнь в гармонии с природой – стала особенно близка человечеству на фоне экологического кризиса 21 века. Если утрировать, современное человечество, они тоже стали тенгрианцами. Потому что то, что мы называем экологической этикой, это и есть жить в гармонии с природой. Природа выше всего, потому что человек лишь часть природы. Складывая воедино разрозненную мозаику находок, открытий и общеизвестных исторических фактов, можно прийти к выводу, что подлинной истории человечества, которая намного удивительнее самых невероятных вымыслов и фантазий, а к чему придем мы, кыргызстанцы, если забудем народную мудрость, что история – это корни, дающие жизнь нашему народу. Утратив эту простую истину, рискуем породить поколение, которым с легкостью будет управлять любая политическая сила для достижения своих сиюминутных интересов. Вот когда начинается политизация истории, когда начинается провозглашение своего народа, этноса, вот великого, могучего, это очень опасно. Скажи мне, Атила, куда направляешь своего резвого коня? О чем молчишь на смертном одре? Твоя колыбель и могила – бескрайние просторы Евразии. Твое молчание длится века. А ответ давно в нас самих. Только мы сами можем ответить на этот вопрос. Какое прошлое таим в своих генах? Какое будущее готовим потомкам? Балкам, 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 тоғу мен шықсам, башында бар айры тоғу мен шықсам, гүлдер жатқан гүлдерде, латын кезек өлімде, құлашындай жұмқаным, қатылам сенден айрылып, қайрым мұңын бөлінді.